ребят. Я уже вижу баню, амбар, избу. Изба на месте, труба торчит, весь снегу. О, как же я рад, что добрался. Ой, переночую тут. Просто сил нету, чтобы дальше идти. До своей избы еще отсюда примерно 8 километров. Но я уже километр не смогу пройти. Все, выдохся я. Мне надо восстановиться. Восстановиться это всю ночь надо отдыхать. Много пить. А аппетита нету, чтобы что-либо есть. Мне надо жидкость. Вот так. Чолом зарокарка. Ледь ужни шатчины. С осени не был. Осенью стараюсь каждый год сюда приходить. Нравится мне эта изба и все остальное. Чем-то надо выбить снег с трубы. Ладно, разберемся. Удочку возьму. Ох, навигатор, что думаю, пикнуло. Все, мы на месте. Чолом зарокарка. Вон, смотрите, как все выглядит. Как оставляли, все так и есть. Щель, сколько там жару, сколько снега, смотрите, на крыше. Ух, как же я рад, что живой, здоровый, до места дошел наконец-то. Вон он. Стекловиние. Вот так. В октябре мы тут были. Должны помнить. А вот тот ручей, по которой я сейчас спустился. Короче, отдыхаем. Сейчас будем обживаться. Жалко, на связь не держит, чтобы позвонить домой. А так, все по плану. Отсюда завтра уже прямиком к Бурану буду идти. Нагулялся достаточно. Ой. Так. Я вижу палку. Надо попробовать. Дрова есть. Антону я говорил. Для меня, говорю, приготовь немножко дрова. А вон, смотрите, сколько оставили. Как бы мы с ним переписываемся, с хозяином. И он, зная, что я сюда прихожу, да и я ему всегда информацию даю, что здесь происходит вообще в тайге. Хоть затапливай баню и парься. Баня такая небольшая, поэтому он быстро нагревается. Чтобы силу восстановить, я просто хочу полежать на нарах и все, больше ничего не хочу. Надо чай еще быстро-быстро приготовить. Вон где-то труба должна быть. Ага, труба вон там, выше даже. Отлично. Ну, чтобы не подниматься, эту шапку надо снять. Не хочется мне туда лезть, потому что лестницы нет. А, вон она. Да и гнилая она. Последний раз, когда я поднимался, что-то не очень мне понравилось. Как будто гнилая уже. Ну, в принципе, разобрался я тут. Вот это да.
Сюда надо что-нибудь придумать, какую-нибудь шапку. Козырек, я имею в виду. Ну вот. Ну все. Надеюсь, дым пробьет потом. Немножко постучу по трубе. И тяга пойдет. Фух. Так. Из снега воду буду делать. Когда я последний раз приходил с ночевкой, вон там я набирал в ручье. Фух. За целый день эти лыжи так мне надоели сегодня. Легкие, ноги сразу легкие стали. Чолом за ракерка. Ледь уж не шатчины. Чолом за сколько инея. Запах избы сейчас. Все будем менять. Запах сырости. Фух. Ну вот. Ух. Вот это да. Я кайфую. Самое главное, мы на избе. А все остальное по барабану. Честное слово. Надо первым делом раздеться. Все это белое. Ну как бы не такое уже, конечно, белое, она. Все есть, спички есть. Даже с кармана не надо доставать, или сырые они что-то не работают. Не, ни хрена. Свои достану. Хорошо еще. Засветло дошли. Я думал, темнее не успею. Ну вот. Надеюсь, тяга пойдет. Сейчас я постучал колуном по трубе. Вроде снег пошел. Так, ладно. Буду обживаться. Пол завтра подмету, все в чистоте порядка оставим. Все загорится. Вот ведро не знаю, где-то есть, нету. Может, ведра нету. Придется в чайнике воду делать. Или там ведро есть. Не, ведра нету, только кастрюли. Большой чан. Может, в бане ведро. Чан большой там есть. Котелки. Ну вот, ребят. Дровышки немножко заготовил. Грею избу. Там все в пар идет, одним словом. Там сырость, и труба сырая, и снег там, и все в кучу. Вот такой пар. Здесь матрас такой, ватный матрас, ближе к печке повесил, чтобы немножко нагрелась от печи. Ну, примерно в течение часа еще придется ждать, когда все это дело, изба нагреется, и воду, там уже чайник у меня поставлен.
со снегом. Ну, ждем. Давайте пройдемся по избе. Вот смотрите, сколько снега и инея тут. Но осенью я снимал. Здесь, вот сигареты, вон, фильтры. Ну, я показывал, как мыши еще сгрызли. Тут сухое молоко вижу. Сухое молоко, но они бутылки не могут грызть. Туалетную бумагу все тоже сгрызли, вон они. Во, видели как? Я здесь убирал, но по-новому уже нагадили, значит, мыши тут живут. Сейчас все начинает капать. Вот этот весь иней. О, это не хром, проволока. Раньше этим зайцев на петли ловили. Это, блин, крутая вещь, не хром. Думаю, это он мягкий, нет. Ну да, не хром. Сейчас в хозтоварах, везде в хозтоварах продают для спирали. Как же это? Спираль для плиты. Такая вот. Там недорогие, 50 рублей, наверное. И из этих спиралей можно петли, там тоже не хроман, петли делать. Вот. Такие пазы. Все виннее. Все будет капать. Ну, печка потихоньку нагревается. С чайника уже начало все таять, вон там вижу. Там тоже инея сколько. Но смотрите, если прямо смотреть, вот труба неровно стоит. Наверное, я осенью тоже показывал. Это Антону придется подправить. Может, печку надо сдвинуть туда. Я сейчас трогать ничего не стал. За целый день у меня разрядился первый аккумулятор. Ну, не так много снимал. В принципе, что там снимать. Нечего было. И вот я говорю, что трогать ничего не стану, потому что может нестыковка здесь вот лист железный и на крыше лист железный. Может там вот так пошла. Если вот там это на крыше чуть-чуть в стороне жестянка, значит, ну, блин, надо влезть на крышу и там уже разбирать эту жестянку, чуть-чуть левее отодвинуть или же ослабить, потом всю печку передвинуть. Но это, конечно же, хозяйское дело. Это я не должен сюда вмешиваться. Не должен. Просто если где-то во что-то подлатать, другое дело. А в остальном я гость в этой избе. Просто гость. Вот так. Ну, скоро уже стемнеет. Уже вечереет вон. Лыжи надо тоже занести, немножко подсушить. Там ремни обледенели. Снег отсюда и взял для, ну, воду чтобы делать. Ну, там надо обжечь, вот там веревки вот немножко торчат от веревки, и вот сырой снег потом накапливается. Вот обычная веревка и такой комок потом получается. И когда идешь, вот этот комок лезет под ноги. И, блин, самое главное, бывают такие ледяные комки, что, блин, ты ногами сбиваешь, и они просто остаются там. Так что надо все это обжигать горелкой, что ли. Вторые лыжи, вон тоже комки какие. Ну, когда идешь, особо не чувствуешь тоже, блин, если не мешает. А вот, смотрите, это под штанами, наверное, было. Я и не замечал. Пипец. Чуть позже занесу тоже. Они сырые, блин. Ну, что, для, как сказать, новых зрителей вот показываю. А остальные у меня это главные подписчики, которые, блин, уже 10 лет со мной и смотрят, уже знают эту избу. Такие дела. Ну, сейчас вот поход был. Это сейчас охота закроется, конечно, больше я сюда не приду. А в октябре уже этого года, если все хорошо будет, ну, обычно я прихожу тоже в гости. Один раз в сезон.
туланом придем. Как капает там. Сколько сырости. О. Ладно, ждем. Я здесь пока рюкзак распакую, там подниму все, уберу и все дела.